Мир вам, братья и сестры. Хотел очередной стишок прочитать еще. Вот. Я его как рэп писал. Бог есть любовь, Он дал нам свое тело и свою кровь, чтобы душа жизнь вечную имела. Зная об этом, как не любить Его, а в нем и ближнего своего. Так станьте же любви поэтом. Пойте Богу словами, славьте имя Его делами. А кто никак не может, молитесь, и Бог поможет. Так, очередной нож сделали Божьей помощью. По мотивам северных ножей. На севере родился за полярным кругом. В старейшем городе заполярного круга в Среднеколымске. Всем землякам привет. Ну, начнем тогда. Рог лося. Уже подсохший. Вот, примерно так. Так, что-то я неправильно начал. Надо было начать вот. Просят часто продукты показать. Сейчас я вот так оботру слегка. Ну вот просто покажу, вот, что вот чистить можно, например, элементарно. Он получается как бы для этого и предназначен. То есть регулировать вот эту вот глубину строгания, как я его назову, да. Но прям для этого нож он лучше всего подходит. Вот примерно. Можно от себя, значит, можно вот как картошку, например, если берете, то на себе он, получается, повторяет как бы вот эту вот форму круглую. И то есть на кухне он тоже пригодится. Я не скажу, что, ну, в тайге, само собой, там, как бы, как попало нарезал, да и покушал, а не скажу, что это поварской нож, там, что на доске удобно. Ну, в принципе, тоже можно, за неимением ничего другого. Ну, в общем, я к тому, что на кухне его использовать можно, в общем-то. Так, рог показал. Покажу, как дерево строгает. Вот по дереву он, короче, сами знаете. Такие ножи, он прям вот видно, да, как врезается. То есть хоть вдоль волокон, хоть поперек, без разницы. Вот эти вот вещи, которые, допустим, что-то устрагивать надо, это вообще просто замечательно. Деревяшка уже тоже такая сухая очень. Вот, примерно так. Как стамеску его использовать еще можно, примерно. Ну, такие вот вещи. Вот нужно им, они там деревянные внутри, из можжевельника, то есть клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. И внутри вот эти вот, все вот этим ножом, и снаружи тоже, в принципе, обстрагиваю предварительно. Потом, конечно, на гриндере там поправляю наждачками. Ну, изначально, то есть все деревянные вещи этим же ножом. Также и хвосты ножом таким же брею. Ну, сейчас под дождем немножко полежал. То есть он такой намокший, но не до конца. Ну, показать, что как он бреет. Просто хотел показать. Вот, ну и по коже тоже. Режет ее вообще как по маслу. Так. Ну и после всего проверим газетки. Не по листу А4, как многие показывают, а именно по газетке. Вот такую лапшичку можно нарезать, поэтому двумя пальчиками держу просто. Даже кончик тоже режет. Вот, теперь, что касается ухода. Любой нож рано или поздно затупится. Берете наждачку. Ну, это вот последние 2500. То есть самая мелкая. Ее в последнюю очередь. А там в зависимости, если сильно, конечно, затупили. Потому что заточка у него в ноль и без подводов сразу как бы. Поэтому нож для того, чтобы резать, а не для того, чтобы им рельсы рубить или и так далее. Там и арматуру. Вот. С этой стороны просто поправляете. Это можно обножно делать. И не забывайте смазывать. Это у меня вот в таких пузыречках смазку продаю. Аналог ружейного баллистола, который очень дорого стоит. У меня где-то раза в 2 дешевле получается, даже больше, чем 2 раза. Вот.
смазывать клиночки, можно оружие смазывать им. Для рук полезно, он изначально изобретался как косметическое средство. Микроранки всякие заживляет хорошо. И ножны тоже, вот кожа ножен. Ну, это можно, наверное, какими-то пропитками для кожи тоже, если у вас такого средства нету. Если хотите, можете у меня это средство приобрести. Обращайтесь. В описании я там на всякий случай телефон свой. Лучше пишите на WhatsApp, Telegram или у Макс по этому номеру, если хотите заказать или хотите приобрести вот эту смазку. Обращайтесь, пишите. В общем, всего самого доброго. До свидания. И там